Константина Альбертовича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 частью 2 пунктом В, 117 частью 2 пунктом Г Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание по статье 105 части 2 пунктом В 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. В период ограничения свободы установить субботнему следующее ограничение: не уходить из места постоянного проживания и пребывания в период с 22 часов до 6 часов, не уезжать за пределы территории муниципального образования городского округа Сыктывкар Республики Коми, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированных государственных органов, осуществляющих надзор за отбыванием осужденным наказанием в виде ограничения свободы. Возложить на осужденного Субботина обязанность являться специализированным органом, осуществляющим надзор за отбыванием осужденными наказанием в виде ограничения свободы 4 раза в месяц для регистрации. По статье 117 части 2 пунктом Г Уголовного кодекса Российской Федерации 5 лет 6 месяцев лишения свободы. На основании статьи 69 части 3 по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Субботину 23 года лишения свободы с ограничением свободы на 2 года. В период ограничения свободы установить Субботину ограничение: не уходить из места постоянного проживания и пребывания в период с 22 часов до 6 часов, не выезжать за пределы территории муниципального образования городского округа Сыктывкар Республики Коми, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказанием в виде ограничения свободы. Возложить на осужденного Субботина обязанность являться специализированным органом, осуществляющим надзор за отбыванием осужденными наказанием в виде ограничения свободы 4 раза в месяц для регистрации. На основании статьи 69 части 5 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказания по приговору от 11.00.2014 года назначить Субботину 23 года 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. В период ограничения установить Субботину следующее ограничение: уходить из места постоянного проживания и пребывания в период с 22 часов до 6 часов, не выезжать за пределы территории муниципального образования городского округа Сыктывкар Республики Коми, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказанием в виде ограничения свободы. Возложить на Субботина обязанность являться специализированным органом, осуществляющим надзор за отбыванием осужденными наказанием в виде ограничения свободы 4 раза в месяц для регистрации. Меру пресечения в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей. Срок наказания считается с 31 марта 2015 года. Зачесть срок отбытия наказания, время содержания Субботина под стражей с 10 октября 2014 года по 30 марта 2015 года. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке Верховный суд Российской Федерации через Верховный суд Республики Коми в течение 10 суток со дня его провозглашения. Осужденным в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Понятно? Да, приговор вам. Вы его можете обжаловать в течение 10 суток со дня получения копии приговора. Потерпевшая сторона, вы в тот же срок со дня провозглашения приговора. Все, на этом судебное заседание.